Моя фамилия Пашаев Ильман Магерам Аглы. Я юрист по образованию. 9 февраля 2013 года на меня было нападение. Как они представились, что являются кадыровцами-чеченцами. Возглавлял эту банду Магомадов Адлан Абубакарович. Он представился кадыровцам и чеченцам. Также прямое отношение с Кадыровым рассказывал. Мое обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и также главу Республики Чечня Кадырову Рамзану. Я представлял интересы в суде бывшей жены Угнича Александра Валентиновича. Он является помощником депутата Николаевой Елены Леонидовной, также исполнительным директором НАМИКС при Единой России, то есть Национальная ассоциация малоэтажных и коттеджных строительств. Угнич Александр Валентинович разным способом очень хотел, что я его поддерживал в суде, чтобы это дело проигрывал. Я от этого услуги отказался, сказал, что не буду делать. Я представляю интересы его бывшей жены. Тогда он мне угрожал своей связи, своей возможности, что он через Николаеву Елену Леонидовну закажет чеченцев, кадыровцев. Эта женщина очень влиятельная, и со мной они разберутся. 8 февраля 2013 года они дело проиграли в полном объеме. 9 февраля, 12 часов утра, я с своей женой, с малолетними детьми, двое у меня были, мои несовершеннолетние дети, два у моих друзей и два у соседа. 6 малолетних детей. При них они начали меня прямо в постели избивать, где рядом со мной лежала моя супруга. Меня вытаскивали, спустили на первый этаж. Адлан Магомедов, прямо у него был, при нем был пистолет, похожий на ТТ или на Стечкина. Да. На голову приставил мне пистолет и сказал, что я должен свою долю дома передать Угничу и ему. И продолжали меня избивать. Я им разом объяснял, что есть законные методы, давайте в понедельник, как будет рабочий день, я все готов сделать. Только не убивайте меня. Их это ничего не остановило. Моя супруга как-то сумела звонить по 02 полицию. Это происходило Одинцовская, Московская область, Одинцовский район, деревня Новодарина, ГП-3, дом 5. Приехал сотрудник полиции, их даже это не остановило. Сотрудников полиции было 3. И они продолжали и меня избивать, и мою супругу избивать. Сотрудники полиции попытались мешать, остановить их. Когда видели, что сила неравная, более 15 человек дома, они просили наряд по рации. Когда услышали это кадыровцами, как представились, что уже наряд подкрепления едет, они остановились. Я настоятельно просил всех предоставить в отделение полиции. От этого мы приехали в полицию. В полицию 1/3 часть даже не забирали, все уехали. Адлан кому-то звонил, и всех отпустили. Мы приехали в отделение, написали заявление в Горький 10, и нам сказали, что они передадут дело участковому. Я сотрудникам полиции объяснил, что это они меня помогают доле. Участковый не может этим заниматься. Пожалуйста, передайте соответствующим органам, чтобы для дальнейшего расследования. Так что Адлан хвастался, что любым способом, он очень богатый человек, купит меня, мою семью, моих родственников, в том числе всех судей России. Он за деньги решит все вопросы, в том числе 27 февраля
2013 года, который состоит в Одинцовском городском суде. Мое личное обращение к Кадырову в том числе, с каких пор лицо, являющееся мусульманином, чеченцем, когда дома дети, когда сплю с женой, прямо няня им мешает, чтобы нельзя зайти, там они спят, отталкивает няня, вооружены с оружиями, вооружены ножами, дубинками, заходит ко мне в спальню. У нас есть видеофакты, у нас есть сфотографированные материалы. Я готов соответствующим органам представлять. Уважаемый Кадыров, вы являетесь героем России. Вы очень уважаемый человек. В том числе я сам лично уважаю вас, так как вы поставили конец беспределу в Чечне. Республику подняли на ноги с помощью Владимира Владимировича. В Москве появились бандитские группы, пользуются вашим именем, что являются кадыровцами, открыто носит оружие и угрожает, занимается вымогательством. Как он, Магомедов Адлан Абубакарович мне сказал, что также его родной брат работает у вас, министром каким-то. Очень прошу пересекать эти все действия, которые порочат ваше имя, ваше доброе имя, ваш героизм перед вашей нацией, перед народом. И также, Владимир Владимирович, пожалуйста, дайте соответствующим органам поручения, чтобы очень серьезно занимались расследованием. Они в открытии меня объявил Адлан перед моими детьми, женой, свидетелями, что он зарежет нас всех и сожгут, и никто ничего не сделает. Прошу вас дать соответствующим органам отдельное поручение, чтобы они разобрались. Его финансовое положение Адлана, его связи во всех структурах. Также он являлся вашим бывшим сотрудником, то есть он работал, бывший глава администрации президента Чечни, бывший представитель Чеченской республики в администрации президента Российской Федерации. Я опасаюсь за свою семью, за своих детей. Прошу вас принять соответствующие меры. Все.